Ответ, наверное, будет следующий, потому что вирус несет опасность для здоровья, а именно смертность достаточно высокое количество плохих исходов. И если мы говорим, что обычные простуды, они пришли, ушли и сильно не навредили, то коронавирус именно сейчас относится к вирусу, который повреждает множественные системы, то есть это вот мультиорганное заболевание. Не так, что просто легкие, горло поболело или покашляли, именно мультиорганное заболевание, нервная система, эндокринная система, репродуктивная система, все страдает, и мы видим, как долго потом люди восстанавливаются месяцами и умирают от обострения хронических заболеваний. То есть поэтому все-таки мы прислушиваемся к мировому научному сообществу медицинскому, которое проводит исследования перед тем, как какие-то сделать предположения. Вакцинация необходима, потому что польза перевешивает риски. Медицина такая штука, когда все взвешивается на весах, и если потенциальная польза превышает потенциальный вред, то мы должны все-таки выбирать пользу, а перевешивает во много раз. Я бы сказал, мы даже больше говорим, когда про безопасность вакцины, наверное, тут больше все-таки можно сделать акцент, не переживать, насколько она безопасна, а больше переживать, насколько она эффективна, но лучше сделать, и пусть она окажется неэффективной на 100%, нежели не сделать. По поводу подготовки к вакцинации здесь мы говорим, что не нужно самостоятельно принимать никакие антигистаминные препараты, которые широко рекомендуют педиатры детям, так как они могут снизить эффективность вакцины. Подготовка больше нужна людям, которые болеют теми или иными заболеваниями в остром периоде или в хроническом, то есть именно контроль гормонов щитовидной железы, контроль холестерина, контроль давления. Мы можем посмотреть биохимический профайл, мы можем общий клинический анализ крови посмотреть, мерить давление, измерить уровень сахара и прочие тесты после того, как согласуем с врачом лечащим. И эти данные помогут нам пойти спокойным, но на безопасную вакцинацию. И если человек чувствует себя прекрасно, бегает марафоны, не кашляет и не знает, что такое врачи, то такому человеку подготовка в целом никакая не нужна, если только какая-то психологическая. Но люди, особенно пожилого возраста, это вот консультация терапевта обязательно, люди с хроническими болезнями обязательно должны привести в норму свое текущее состояние, снять это обострение, провести нужную коррекцию, стабилизировать давление, если оно высокое, стабилизировать уровень холестерина, сахара, стабилизировать общее самочувствие. И после этого можно вакцинироваться. Касательно антител, проверять или не проверять, сейчас все мировое сообщество научное заявляет в один голос, что не нужно проверять антитела ни до вакцинации, ни после. Если все-таки очень хочется, то можно, но сильно не расстраивайтесь, если вы увидите невысокий титр антител к S-шиповидному белку, но может быть он высокий, может быть невысокий. В целом это пока непонятно, как влияет в целом на вашу защищенность от плохих исходов, от заражения. Поэтому анализы неточные, они могут быть ложноположительные, ложноотрицательные. Как-то вот лучше рекомендовано сейчас эти антитела оставить вот на изучение ученым еще в течение многих лет. Только-то потом будет понятно, насколько необходимо и можно оценивать уровень защиты при помощи таких анализов. По поводу вакцинации пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями можно и нужно, особенно людям с хроническими заболеваниями, но вне обострения, в период стабилизации текущего состояния. Конечно, это неправильно человеку с гипертонией неконтролируемо идти на вакцинацию, потому что вакцинация может
стрессом, может подняться давление, может случиться какой-то плохой исход. Поэтому пожилые люди больше подвержены в целом плохим исходам в результате заражения коронавирусной инфекцией, поэтому их, да, вакцинируем как группу особо уязвимую. Люди с хроническими заболеваниями вне обострения под контролем нужных анализов, которые вам ваш врач лечащий перечень составит, диагностирует. Если все хорошо, то на здоровье абсолютно нет никаких в этом проблем. По поводу беременности. Можно ли делать вакцину беременным? Беременным сейчас вакцина находится в изучении в России, в Европе, в Америке Pfizer разрешает сейчас делать беременным и кормящим, потому что по кормлению уровень антител хороший передается во время грудного вскармливания, ребенок тоже защищен. По спутнику ВИ сейчас это противопоказано и беременным, и кормящим. Многие мои пациенты, кормящие девушки, они вакцинируются под свою ответственность, но опять-таки здесь больше пользы, нежели вреда. Но беременность пока в противопоказаниях, не спешите. Но если вы провакцинировались, а потом вы узнали, что беременны, это ни в коем случае не является поводом для прерывания беременности. Если вы планируете беременность, провакцинироваться можно, беременеть лучше через месяц, потому что это тот период, когда 3-4 недели – это тот период, за который успеют выработаться более-менее антитела, и вы будете защищены уже во время беременности. Но опять-таки неплохо было бы сделать 2 серии и потом беременеть через пару недель. Мы ждем, опять-таки, повторюсь, пару недель не для того, чтобы какие-то вредные компоненты вывелись из вас, а для того, чтобы вакцина подействовала, выработались антитела и вы были защищены. Вакцина не влияет на фертильность. Это 100%. Все исследования, ссылку на них очень много в интернете. Все исследования в один голос говорят, что на фертильность никак не влияет. Все девушки, которые были в группе исследований, все беременели, даже сами того не подозревая, никак не влияет на фертильность 100%. Это вот не голословная информация. Сегодня уже это точно и по векторным вакцинам, и по вакцинам МРНК, и по инактивированным вакцинам на фертильность они никак не влияют.